А как вы называете эти леса вокруг вас? Кобринская пуща, не? Не, это, значит, вот тут за железной дорогой Ага. туда пошли эти болота, леса, это тут, там граница проходит Пружанского и Кобринского Кобринск, да. района за железной дорогой. Ну, я хорошо эту границу знаю, я же тут работал, и после уже как пошел на пенсию, то лесником в колхозе работал, там мне эти все границы известны. Вот. И вот это, ту сторону до Оранщиц, этот лес, называется Шадурщина. Почему Шадурщина? Некий пан владел этими лесами, Шадурский. Урочище называлось. Ну да, урочище. Лесной массив. Лесной массив, Шадурщина. Ага, это там, да, с той стороны. Это, да, с той стороны железной дороги. Ага. И туда, в сторону видом, в сторону Запруд, Угу. где запруды. Ну, и тут от Кобринская тоже это тут болото по речке этой Муховец. То такое болото сплошное было, называлось у нас Черная погоня. Тут, значит, болото было гиблое до мелиорации. Глубокая? Гиблое, ну, тяжелое болото было. Трясина? Да, трясина была такая непроходимая. Даже партизаны, не помню, чтобы тут партизаны были, но банды, которые после войны были, банды там прятались, проходили. Тут, чтобы надо было перейти от Прилуччина, ну, тут болото было, тогда была большая, значит, когда 44-й год, освободили Беларусь. Но было столько радости, когда немцы были, то нас тоже презирали на хуторе, потому что отец и твоя бабушка, и баба Лена, и вот, ну, отец мой, дед Николай, они считались партизанами. И уехали мы на Козловщину, пану Козловскому, там жил такой пан, дом большой у него был, пан Козловский. И вот однажды взорвали железную дорогу там недалеко, где сейчас остановка Прилуччина, но туда дальше, в сторону Оранщиц, где эти землянки их не были. Было там все, я по охоте ходил, то в 2 местах я обнаружил их, где были они, землянки эти, где чуть такое повышенное место покопали, там везде болото, но можно было как-то сидеть там в землянках в этих. Сразу после войны начались в этой пуще, многие так рассказывают, в ляхах, где-то там в той местности бандиты появились. Да. Сразу да. после войны, да? Да, сразу после войны. А до какого года они тут были? Они где-то в 46-47 году. Тут бои страшные. В общем, мобилизовали они тут, наводили. Ну, бандиты, какие-то были бандиты, говорили власовцы. Ну, кто такой Власов, ты слыхал по истории? Значит, это генерал Советского Союза, который попал в плен. Плен до немцев? Да, плен до немцев. И со всей его там, короче говоря, немцы перевербовали его, чтобы он воевал против Советского Союза. И он воевал против Советского Союза. И он собрал отряд якийсь? Отряд собрал и воевал против Советского Союза. Всех этих пленных, кто не хотел, чтобы расстреливали в концлагере, всех завербованы были, и под его руководством он выступал против Советского Союза. Вот, но когда уже изгнали
территории Советского Союза немцев, уже им дальше отступать некуда было. Ну, Власов тут, наверное, ушел. А все эти знали, что их ждет, тогда суровые были наказания, без суда и следствия сразу расстреливали. Вот, все они тут расформировались по лесам. Ну, естественно, жить надо было, они в деревне выходили, набирали себе еды, всего надо, что надо было. И тут, значит, организовали потом облаву эту, и все эти леса прочесывать стали с ними, их уничтожили. То вы кажете, страшные бои были? Ну, бои какие там, не страшные были, но были, погибали люди, милиционеры. Были вот тут с Харькова у нас один милиционер рассказывали, как они эту черную погоню, там непроходимое болото было, но они там засели, некоторые были такие островки Груда, туда проходы были, и они там укрепленно сидели. Вот они брали эти островки. Ну, какие автоматы были, да, винтовки, бои шли. А кто-нибудь был вот после войны, когда в лесах прятались эти бандиты, кто-то был из вашей деревни в той банде? Не, в банде нет, участвовал в Харках один милиционер, он, да, ловил их. Букса такой был. Он был потом в Бресте начальник уголовного отдела милиции. И его мамаша была очень скандальная. И я когда стал тут председателем, ей, ну, она колхозница, но надо, если давались кому-то какие-то льготы, ну, то заслуженным кому там вот этим. Был это почетный колхозник, такое звание присваивали до меня, я их тоже полишал, всех незаслуженные были. То там ветеранам войны, вот. А его мамаша была скандальная баба, но тоже были ей льготы. И льготы не официальные, а так, разом начальник отдела, уголовного отдела ее сынуля в Бресте. Но с председателем всегда договаривался, и председатель все ей благо тут предоставлял. Но я не захотел этого делать. Говорю, что я буду выделять? Да я лишил всех этих льгот. Но тут участковых у нас был Хилькович такой. Так он его заставлял тут. Он приезжал и делал тут, и помогал, что надо, там, корову завести, там, сено разгрузить, еще что-то.